Добрый день! Ранее мы уже разобрались, что из себя представляет цифровая трансформация. На этом уроке мы поговорим о стратегии цифровой трансформации. Мы уже знаем, что цифровая трансформация – это не просто внедрение технологий для автоматизации бизнес-процессов, а скорее интенсивное использование технологий с целью преобразования в более эффективную, инновационную и клиентоориентированную бизнес-модель. Очевидно, что цифровая трансформация – это не просто очередной проект организации. Это скорее локомотив, который, с одной стороны, обязательно исходит из основной стратегии и целей бизнеса, а с другой стороны, влечет за собой ряд радикальных изменений по всей компании. Подобный процесс никак не может обойтись без отдельной и четкой стратегии. О ней мы поговорим сегодня. Стратегия цифровой трансформации представляет из себя план того, с какой целью мы будем применять технологии в наших бизнес-процессах, операционных функциях и организационной культуре. Разработка стратегии важна, поскольку она охватывает измеримые и согласованные усилия для достижения ключевых бизнес-целей. Не имея скоординированного плана действий и цели, подразделения компании не смогут успешно трансформировать бизнес-модель, что может не просто не продвинуть бизнес вперед, а напротив, нарушив старую цепочку создания ценностей, даже погубить его. Стратегия цифровой трансформации является частью общей стратегии организации. Она уникальна и адаптирована к вашей специфике. Поэтому невозможно взять готовую стратегию другой, даже внешне очень похожей организации, и пытаться по ней выстроить свою трансформацию. Но изучать стратегии конкурентов на вашем рынке или схожих компаний на глобальном рынке очень важно. Это даст вам достаточно информации и понимания, на что обращать внимание в первую очередь и что может пойти не так. С чего же начать? Очень часто компании стремятся внедрить технологии, потому что так принято, потому что так делают все вокруг, или потому что на рынке появились технологии, которые уже очень привлекательны. Запомните, что цифровая трансформация должна быть основана на долгосрочных целях вашего бизнеса, а не на том, что вам приглянулась та или иная технология. Взяв за основу свои долгосрочные цели, вы в первую очередь должны ответить на вопрос, а каким образом цифровые технологии могут помочь в осуществлении данных целей. Рассмотрим пример. У ресторанного бизнеса долгосрочной целью является лидерство на данном рынке за счет высокого качества, клиентоориентированности и скорости обслуживания. С одной стороны, технологии могут значительно сократить время от заказа до подачи блюд клиентам, автоматизировав процесс отправки заказа сразу на кухню. С другой стороны, технологии могут позволить прослеживать каждое блюдо не только с точки зрения длительности приготовления, но и проанализировать состав, отзывы клиентов на каждый конкретный заказ, а также выявить взаимосвязи между разными факторами, влияющими на качество блюд. Если первый пример был чистой воды автоматизацией, то второй включает в себя процесс принятия решений, основываясь на аналитике данных. Это уже уверенные шаги к трансформации. А теперь продвинемся еще дальше. Как известно, рестораны часто обслуживают клиентов определенной географии. Потенциал ограничен количеством посадочных мест. Но если перевести ресторан в удобную цифровую модель, открыть дополнительные кухни в других районах, наладить поставки и систему заготовок, то при правильном подходе вполне вероятно осуществлять онлайн-заказы по всему городу. Однако здесь нас может ждать подвох. Очень многие, понимая, что цифровая трансформация может скачкообразно вывести бизнес на совершенно другой уровень, начинают ставить амбициозные цели и только потом, уже начав трансформацию или где-то на полпути, понимают, что им не хватает времени, кадров, навыков или даже финансовых средств для достижения намеченного. Мы с вами поступим мудрее. Первым делом мы проанализируем наши существующие бизнес-процессы, нашу технологическую инфраструктуру, нашу внутреннюю культуру, цифровое мышление, цифровую зрелость нашей организации. Если с технологиями и бизнес-процессами все более или менее уже понятно, то что из себя представляют цифровое мышление и зрелость, нам предстоит еще рассмотреть. Цифровая зрелость показывает, насколько продвинута организация с точки зрения использования и интеграции цифровых технологий. Это показатель того, насколько хорошо организация сможет принять, адаптироваться к новым цифровым технологиям. У разных организаций может быть разный уровень цифровой зрелости, от новичков, которые только начинают свой цифровой путь, до зрелых,
которые являются лидерами во внедрении передовых технологий. Помните, в нашем примере ранее ресторанный бизнес еще только собирался внедрить программное обеспечение для принятия заказов и их обработки. Персонал еще не привык работать с технологиями, и их можно смело отнести к цифровым новичкам. Цифровое мышление же относится к тому, как люди в организации воспринимают и подходят к цифровым технологиям и вообще к цифровой культуре. Он включает в себя открытость к изменениям, постоянный поиск новых способов ведения дел, а также готовность к неопределенности и экспериментам. Люди с цифровым мышлением постоянно стремятся использовать технологии для решения проблем, улучшения процессов, стимулирования роста бизнеса. Давайте допустим, что в управлении ресторана появился человек, который понимает, что им необходимо не только оптимизировать внутренние бизнес-процессы, но и очень важно, как минимум, наладить каналы общения с клиентами через технологии. В лице айтишника компании у него есть единомышленник, а все остальные сотрудники считают их планы авантюрой. Очевидно, что цифровая зрелость пока не располагает к глобальным трансформациям, о которых мы говорили ранее. И цифровая зрелость, и цифровое мышление имеют решающее значение для успешной и устойчивой цифровой трансформации бизнеса. Разобравшись в том, как у нас обстоят дела, мы, опираясь на сильные стороны, попробуем понять, как нам преодолеть наши недостатки. Пришло время нам определить конкретные цели цифровой трансформации с конкретными и измеримыми ключевыми показателями успеха. Вот здесь нам обязательно нужно обеспечить участие в данном процессе всех представителей высшего руководства. Помните, мы говорили, что цифровая трансформация происходит сверху вниз. Поддержка и энтузиазм высшего руководства в отношении цифровой трансформации имеют решающее значение для культурных изменений, которые должны произойти в организации с течением времени. А для того, чтобы заручиться данной поддержкой, необходимо, чтобы руководство построило единое видение данного процесса. В нашем примере на этом этапе мы, скорее всего, должны включить также шеф-повара, как представителя высшего руководства, который будет обеспечивать бесперебойность нашего производства и распространять культуру цифрового мышления среди своего персонала. Казалось бы, что решение директора должно быть достаточным, и вполне вероятно, что шеф-повар не будет громко сокрушаться и даже может искренне захотеть содействовать трансформации. Но если он не принимал участие на самой стадии разработки стратегии, труднее будет убедить его, что выработанный путь наиболее верный. Вряд ли стоит ожидать, что он искренне возьмет на себя ответственность за достижение поставленных перед ним целей, если он не участвовал в их постановке в самом начале. Теперь нам предстоит понять, как перепрыгнуть от точки «сейчас» к точке «хотим». Для этого нам необходимо исследовать существующие технологии, которые могли бы помочь нам в достижении наших целей, и определить, которые из них лучше всего подойдут именно нам. Для этого мы в первую очередь составим функциональные технические характеристики. В этом деле нам могут помочь консультанты, однако не забывайте, что перекладывать ответственность за трансформацию на плечи внешнего эксперта – это путь к провалу. Итак, на примере ресторанного бизнеса рассмотрим технологии, необходимые для автоматизации заказов. Перечислим главные функции. Это автоматическая передача заказа от клиента на кухню, учет запасов, учет согласно рецептуре и регламентированное производство блюд для конкретного количества сотрудников. Все это должно получаться легко. Наш персонал – это официанты, менеджер, повара на кухне. Для них все должно быть максимально интуитивно доступно. Программа должна запускаться с облака, так как в ресторане нет возможности хранить сервер и нет персонала, который будет его обслуживать. Не забываем также подумать об обучении сотрудников. Описав подробно характеристики, мы переходим к изучению соответствующих решений. Когда речь идет о более или менее стандартных функциях, не советуется прибегать к разработке собственного программного обеспечения. Искать подходящее решение можно самому, с помощью интернета, рекомендаций друзей, коллег, посещения выставок, форумов. А можно опять же обратиться к консультантам, которые проделают эту работу за вас и предоставят вам 2-3 альтернативы. Далее нам необходимо сравнить функционал и выбрать самый подходящий для нас вариант, учитывая также стоимость, скорость обслуживания и прочие параметры. Помните, что не все критерии имеют одинаковую важность. При выборе ориентируйтесь на ключевые функции и параметры, которые критичны именно для вашего бизнеса. Казалось бы, в центре цифровой трансформации находятся именно технологии, однако это не совсем так.
На данный момент абсолютным центром и движком цифровой трансформации в организации являются люди. Один из мифов цифровой трансформации заключался в том, что в нее вовлечены в основном сотрудники технического отдела. Мы с вами уже помним, что это далеко не так. Нам просто необходимо распространить энтузиазм на все уровни организации. В нашем случае это также коснется всех, от закупщиков заказов до поваров и официантов. Нам нужно объяснить им, зачем мы предпринимаем изменения, что это даст клиентам, что это значит лично для них и какие сложности их могут ожидать. И что мы готовы сделать, чтобы смягчить нагрузку в периоде перемен. Важно заразить их видением будущего, обязательно с привязкой к долгосрочной цели. Сделать их партнерами в данном проекте. Все это важно сделать заранее, дабы подготовить почву для успешных перемен и снизить уровень сопротивляемости. Необходимо также рассчитать, какие дополнительные человеческие ресурсы нам могут пригодиться во время и после внедрения. Пора нам разработать подробный план по внедрению цифровых технологий согласно нашей стратегии. Необходимо разбить план на этапы, проекты, назначить ответственных, определить бюджет, прочие ресурсы и сроки исполнения. Здесь нам очень помогут приложения по проектному менеджменту и цифровые решения корпоративной коммуникации. Опыт показывает, что начинать надо с чего-то небольшого и потенциально успешного. Это дает возможность прокачать навыки совместной работы наших сотрудников как единой команды, позволит выявить сложности и подготовиться к следующему, уже значительно более серьезному проекту. К тому же поднимает веру сотрудников в успех и, опять же, значительно снижает сопротивляемость. Допустим, мы уже выбрали программу для нашего ресторана. План дальнейших действий должен включать назначение ответственного за внедрение из нашей команды, установка программы на девайсы, обучение персонала, апробирование программы в реальных условиях, дополнительные настройки и тренинги, поэтапная миграция от устных процессов к полной автоматизации. Все это заранее назначенные сроки. Переходим к фактической имплементации плана. Здесь важно продолжать поддерживать энтузиазм в команде, помогать в случае возникновения проблем и нагрузок, следить за мотивацией персонала и за отклонениями от плана. Здесь же мы будем отслеживать, насколько мы близки к цели и показателям, поставленными нами в самом начале данного пути. Помните, что цифровая трансформация зависит не столько от технологий, сколько от имплементации и людей. Желаем вам удачи на сложном, но очень интересном пути цифровой трансформации.